Құрметті көрермен, біз қазір тобыл матчын тамашалауға келген меймандардың қатарынан футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Магомед Мұсаұлын көріп қалдық. Және біздің ұлттық құраманың жаттықтырушысынан дәл осы ретте бүгінгі ойын жайлы, жалпы ұлттық құраманың алдағы жоспары жайлы біраз пікірін білсек деп отырмыз. Здравствуйте, Магомед Мусаевич. Рад вас видеть тут, рядом с командами, да, казахстанскими. Это первая игра, которую вы посетили, или до этого был матч, который вы посетили с участием казахстанских команд в Турции на УТС? Нет, я всего лишь недавно приехал в Турцию, и это мой первый матч с участием наших команд казахстанских, которые я посетил. Но наш тренерский штаб уже с 15 января здесь находится, и они довольно-таки много матчей смотрели, и поэтому определенная информация у нас, и у штаба, и у меня, конечно же, имеется. Сегодня вечером еще у нас играют ЖТСУ и Ардабасы. Я думаю, один из этих матчей надо будет выбрать, и я тоже планирую посетить. С вами вживую эту игру еще казахстанские телезрители смотрят эту игру в прямом эфире. Это впервые в истории казахстанского телевидения транслируются матчи на УТС, там, в Турции с участием казахстанских клубов. Насколько это важно для болельщиков и для всего казахстанского футбола? Это очень важно. Я считаю, это тоже определенный путь развития нашего казахстанского футбола, который идет в положительном плане. И болельщики хотят свою любимую команду, да, посмотреть, как они готовятся, да, в каком сочетании выходят играть. Ну и да, и для нас, специалистов, если мы не можем посетить этот матч, в записи посмотреть всегда полезно. Поэтому я считаю, это хорошее, да, и организованное дело, правильно. Еще вот мы знаем, в составе есть Тобола, да, игры, есть игроки, которые раньше привлекались в нашу сборную, еще привлекаются, да, это Ислам Чесноков, Еркин Топалов, еще Асранкулов есть, Валиулин. Как их игру вот, оцените в первом тайме еще, и насколько у них есть шансы еще раз привлекаться в сборную под вашим руководством? Ну, Топалов и Чесноков входят в нашу основную обойму тех людей, которых мы вызываем, да, и они всегда определенное игровое время получают. Поэтому на них, конечно же, мы рассчитываем в предстоящих играх, да, и если они будут в надлежащей форме, то, конечно, они будут вызваны в сборную. Что касается Рома Асранкулова, мы определенные виды на него имеем, плюс он сегодня играет центрального защитника. Нам эта позиция очень интересна, учитывая, что у нас в матче с Грецией будет дисквалификация Алипа, и нам надо думать, кто в этой позиции может выйти. Поэтому, как говорится, есть на что посмотреть, и нам интересен Рома в этой позиции. Что касается Руслана, набирает форму парень, получает все больше игрового времени. Мы этому очень рады, потому что был у него простой, и очень важно, чтобы он больше находился на поле, да, и чтобы было игровое состояние у него надлежащее. Вот вы говорите, да, о предстоящей игре со сборной Греции, что там не участвует Нурал Алип. Вот именно центральный защитник, левоногий, нам так важен. Мы знаем еще вот Бахтияра Зайнутдинова, сейчас в Бешикташе играет, именно центрального защитника, именно на той позиции, где играет Нурал Алип. Смотрели эти игры и как оцените его игру именно как центрального защитника? И возможно такой вариант, что Бахтияр против Греции играет в защите? На сегодняшний день у меня есть определенное понимание, что мы будем в игре с Грецией делать. И плюс я так даже скажу, понятно, еще до этого времени есть много времени и подумать, и что-то какие-то связи натренировать на нашем мини-сборе, да. Но на сегодняшний день я его не вижу центральным защитником, да. Он все равно для нас важен именно там в центральной зоне, да. Его умение, да, включаться с глубины, его пас. Поэтому, скорее всего, мы его не будем в этой позиции использовать. Я думаю, все-таки мы отдадим предпочтение ему в центре поля. Классно. Еще вот недавно вышла информация, на днях, вот, что сборная Казахстана проведет товарищеский матч со сборной России. Насколько это правдивая информация? Как вы смотрите на эту игру?
Это все, конечно, прерогатива нашей федерации. Они ищут соперников, да, договариваются. Понятно, они ставят меня в известность. Если есть определенные там два каких-то спарринга, с кем бы нам было бы лучше сыграть. На сегодняшний день мне абсолютно с федерации никаких звонков не поступало по этой игре, поэтому я считаю, что эта информация на сегодняшний день не соответствует действительности. Вообще, в целом, сборная Казахстана проведет ли товарищескую игру, может в Турции, может в Дубае, вот во время УТС? В Турции не будет у нас никаких товарищеских матчей, мы не будем собирать команду, потому что решили, что все-таки пускай они готовятся в клубах своих перед началом чемпионата, так будет, наверное, правильнее, да, плюс мы здесь непосредственно видим, да, в каком они каждое состояние находится. Что касается дубайского сбора, да, мы планируем именно за неделю до игры с Грецией 14 числа сыграть со спарринг-партнером, да, эту игру. Пока соперник неизвестен, да? Ну, пока федерация, да, там последние детали согласовывает. Классно. Еще вот такой вопрос у меня. Мы говорим о сборных игроках, которые привлекаются, да, к нашему сборному. И тем более Абат Айымбетов, наш основной нападающий, недавно перешел в чемпионат Турции. Как вы смотрите на этот переход? Насколько важен его игра в Турции для развития, для сборной? Я очень рад за Абата, потому что он долгое время находился без команды. Это были для меня определенные беспокойства. Я с ним неоднократно созванивался, и вчера я его поздравил с переходом. Я очень рад, что он нашел клуб, и рад, что это международный клуб. Все равно, чем больше футболистов у нас будет получать международного опыта, это очень хорошо для сборной, потому что сборная это всегда на международной арене играет, и если футболист обладает этим опытом, это, несомненно, для нас плюс. Хочу, чтобы Абат прогрессировал, получал свое игровое время, если он это сделает, это как и для него в карьере, так и для нас в сборной будет большой плюс. Еще вот такой вопрос касаемо лимита на легионеров. Вот в казахстанском футболе, казахстанской футбольной среде это очень громко обсуждается. Что скажете про лимит легионеров? Я абсолютно за, что мы отменили лимит на легионер. Это очень правильный, это по-спортивному правильный шаг. Да. Футболист не может расти в каких-то искусственных условиях. Да. У футболиста должна быть всегда на первом месте спортивная составляющая. Он должен конкурировать с лучшими легионерами, да, и тогда он будет, да, прогрессировать. Если мы искусственно ставим любого футболиста в состав, он это понимает, что он, как бы он ни тренировался, он будет играть в следующей игре, как мы можем от него требовать в тренировочном процессе какой-то максимальной концентрации. Поэтому я считаю, что это правильный шаг сделан. Еще какие игры планируете тут посетить в Турции, там на сборах? Еще наши команды там в Дубае, да, тренируются, там тот же Кайрат, тот же Астана. Планируете их матчи посетить? Я здесь до 7 числа нахожусь, и до 7 какие будут игры с участием наших команд, конечно, я обязательно посещу. Потом по плану у нас стоит жеребьевка Лига наций во Франции, где там должны присутствовать тренера. Я отсюда полечу уже непосредственно на жеребьевку, и оттуда уже планирую на 5-6 дней прилететь в Дубай и своими глазами посмотреть игроков Астаны и Кайрата, потому что там наибольшее количество наших кандидатов находится. У них там хороший турнир сейчас будет проходить с участием и российских, и иностранных команд, поэтому хочу непосредственно посмотреть. Сейчас важно именно перед началом чемпионата, у нас всего лишь 2 тура будет в чемпионате, и правильно оценить, да, даже непосредственно перед началом старта нашего чемпионата правильно оценить футболистов, кто в какой форме находится, и это мне важно, это визуально само видеть, поэтому, конечно, мне надо здесь чуть больше информации подсобрать. Последний вопрос. Вот казахстанский футбол впервые в своей истории проведет матч Суперкубка в
Турции. Насколько это важно? Будет ли смотреть этот матч? Еще будет тут коммерческий турнир с участием наших же команд, 4 команд. Насколько важны такие турниры и посетите ли эти матчи? Конечно, я после этого планирую сюда приехать на турнир и непосредственно Суперкубок. Я буду здесь на этих матчах присутствовать, смотреть. Как важно, я думаю, для популяризации нашего футбола, казахского футбола, который, действительно сейчас находится на определенном подъеме, и чтобы о нас говорили даже в той же Турции, это важно. Но здесь надо учитывать, я понимаю, что все равно матч был бы проведен в Казахстане, но у нас есть проблемы со стадионами, особенно в начале года, когда погода не совсем, скажем так, теплая, которой нам бы хотелось. Поэтому, я думаю, с этих побуждений, наверное, исходя из того, что есть, я думаю, это ПФЛК приняла правильное решение провести этот матч здесь. Рахмет, Магомед Мұсалы, бізге уақыт бергеніңіз үшін сәттілік тілеймін жұмысыңызға. Міне, құрметті көрермен, біздің ұлттық құраманың бас бапкері Магомед Мұсалымен аз-маз сұхбат құрдық. Осы күнге дейінгі маңызды, актуалды сұрақтарды қоюға тырыстық. Алдағы уақытта тағы да бір қазақ футболында ұлттық құрамаға қатысты бір жаңалықтар болып жатса, Магомед Мұсалымен сұхбат құруға мүмкіндік туады деп ойлаймын. Себебі Магомед Мұсалы әрдайым сұхбат құруға, өзінің ойын жеткізуге, жанкүйерлермен, журналистермен байланыс орнатуға әрдайым ашық. Біз сол үшін де Магомед Мұсалына дән ризамыз. Ал біз қазір басқа да футболшылардың сұхбатын беруге тырысамыз. Ендеше Спорт Плюс арнасын қарай жүріңіздер. Біз Түркиядан, Анталия қаласынан, биліктен осындай маңызды, қызықты шығарылымдар сіздерге ұсынып тұратын боламыз. Ендеше жеңісті күндерде жүздескенше.